Здравствуйте. Сегодня у нас такое, я бы сказала, удивительное погружение в удмуртский фольклор. Мы проследим путь одного существа — Алангасара. Как он из древнего великана, могучего, превратился в персонажа, чье имя, стало почти синонимом недотепы. У нас есть этнографические записи, вот по ним и пойдем. Давайте разбираться. Да, здравствуйте. Перед нами, действительно очень интересный образ. Алангасаров описывают как самых-самых первых жителей края. Существа огромной силы, это да. Но при этом, просто поразительно наивные. Вот это противоречие его развития во времени, это мы сегодня и рассмотрим. Хорошо, давайте со снов. Кто же они вообще такие, эти алангасары? Тексты их называют великанами. И вот что любопытно, их имя иногда связывают с древними народами — саланами, хазарами. Ну да, есть такие гипотезы. Вероятно, просто потому, что в народной памяти эти названия, что-то древнее, какое-то неудмуртское население. Их еще сравнивают с чудью, знаете, из северных легенд. Тоже мифический народ, который, по преданиям, под землю ушел. Ну да, чуть белоглазая, понятно. Вот-вот. И это сравнение не случайно. В фольклоре они как раз и символизируют вот этот самый первый, архаичный пласт, тех, кто был здесь до людей, в нашем, так сказать, современном понимании. Они само воплощение древности. И описание их силы — это что-то. Рассказывают же, что они деревьями дерутся, вырванными с корнем. Именно. А человека, который там дупло долбит для пчел, могли принять за дятла. Представляете? И рассматривать на ладони. Угу. Но тут же примеры какой-то невероятной простоты, даже глупости. Как это, не могут от костра отодвинуться? И ноги глиной обмазывают от жара. В чем тут логика? А вот этот контраст, он, пожалуй, ключевой. Он и отражает представление о дочеловеческом времени, то есть необузданная природная мощь, да, но без рационального начала, без культуры, без смекалки. Они же ноги ходят, прикрывшись ветками, потому что, как в текстах говорится, не знали стыда. Элементарных навыков нет. Это вот сила природы, как бы еще не окультуренная человеком. Логично. Понятно. И как же их эпоха закончилась? Вот предания говорят, что они уходят, как только видят человека, который может трудиться. Пахать землю, например. Да, совершенно верно. Их уход — это такой классический мифологический сюжет. Смена миров. Старый порядок, он буквально уходит под землю, освобождает место для людей для новой эпохи. Легенды это по-разному описывают. То ли они на север уходят и там в камни превращаются, в глыбы, то ли сами себя хоронят, прямо в ямах. Такое символическое самоустранение. Уходят, уступая место. И даже ландшафт, получается, память хранит. Холмы, бугры — это земля с их лаптей. Да-да, есть такие поверья. Земля, отвалившаяся от их гигантских ступней или вытряхнутая из лаптей. Следы великанов. Удивительно. Они уходят, но что-то от них остается. Может, какие-то их черты, слабости. В более поздних рассказах вот упоминалось про страх перед собаками. Да, действительно, появляется и такая деталь. Они боятся собак. Спрашивают у охотника, есть ли у тебя ау-ау. Вероятно, это уже такой, знаете, более поздний мотив. Он их сближает с духами леса, вроде лешего, и подчеркивает их принадлежность к иному миру, потустороннему, который, немного враждебен или опаслив по отношению к миру людей и к их спутникам-собакам. Понятно. Значит, образ не исчез совсем, а как бы трансформировался. А как именно? Он, можно сказать, разделился. Вот эта их невероятная физическая сила, она как бы по наследству перешла удмуртским богатырям, батырам. Это уже герои человеческого мира. То есть сила героям. Да. А вот глупость, наивность, вот эта несообразительность, эти черты унаследовали другие лесные существа. Типа Нюлесмурта или Паласмурта. Те самые, которых человек в сказках часто побеждает хитростью. Не силой, а именно умом, смекалкой. Да, есть же этот сюжет, где человек обманом заставляет Алангасара нести себя верхом на вырванном дереве. Точно. Вот это как раз об этом. То есть со временем образ становится менее таким величественным и более, приземленным, даже отрицательным. Да, именно так.
Постепенно акценты смещаются от архаичного гиганта, пусть и наивного, такого природного, к персоналю, который вызывает скорее насмешку, а иногда даже опасения. Вот появляются практические советы из быличек. А, былички — это такие короткие рассказы, да? Типа реальные случаи встреч. Да-да, народные рассказы о встречах с нечистью или мифическими существами. Так вот, совет. Если встретишь Алангасара, и он спросит дорогу, направь его вниз по реке, Ши-Урул-Лайн. Зачем это? Считалось, что иначе он вернется и может защекотать до смерти, представляете? Ого, уже совсем недобрый великан. Совсем недобрый. Ну и в конце концов, само слово «Алангасар», оно в разговорном языке закрепилось, как обозначение неловкого, неуклюжего человека. Ну, недотепы. Паразитная эволюция, слушайте. От первопредков великанов, символов дикой необузданной мощи, к фольклорному образу, который повлиял и на героев, и на лесных духов, и даже след оставил в языке, в ландшафте. В одной фигуре целая история смены эпох, от природы к культуре. Да, и что здесь особенно показательно, знаете? Как в мифе отражается сама идея. Ну, прогресса, что ли? Или, по крайней мере, перемен. Старое, грубое, пусть и сильное, оно уступает место новому, умелому, хитрому, трудящемуся. И это, конечно, заставляет задуматься, а сколько еще таких историй? О смене миров, о трансформации древних сил, сколько их скрыто в других фольклорных персонажах, тех, кого мы считаем просто сказочными существами. Какие еще отголоски древних представлений могут жить вот прямо вокруг нас, в привычных названиях рек, холмов, лесов? Это очень интересно.